Так, приветствую. Вот по заказу сделал маленький оберег. Маленький. И это 5-й уровень развития человека. Символизирует Ботур. Ну, воин, да, богатырь. И вот он едет именно туда. Сейчас. Где все это происходит. И вот Котой. Написано Котой. Котой Ай. Компурун Котой Ай. Ну, творец, который сопутствует воинам. Ну и тут у него тоже свой оберег. Но это символ солнца. Так, а тут волк. Ну, Бере будет. Бере имеет 3 смысла. Первый смысл Бере, то есть только Бог. Б это вот эта вот руна. Она означает энергию высших сил. Викинги. Слово викинг произошло тоже от этого. Бекинге, то есть ярость богов. Переводится так, викинг, слово викинг. Но потом оно поменялось со временем. И вот это вот все белиберда, которые там старший футарк, вот это вот руны, это по сути эффект карга. Карга-эффект. Или как? Карга-культ. Там население видело, что магическими рунами писали все. Потом начали повторять и наподобие этого своего придумали. Ну, это придуманное не работает. Но руны есть руны. Там есть что-то все равно подсказки. То есть Б-Р, да, только Бог. И Р, вот эта вот руна. Это мужчина. Да, воин. Б-Р, это воин света. И третье понятие волк. И от этого у тюркских народов, степники. Вот. У волков интуитивная охота. Они, не разговаривая, делают загоны, да, кто-то идет встречать, кто-то загоняет. У них все классно. Даже построение походное вообще классно от природы. Как-то сделано. И вот это вот замечали. Даже вот гул сирен, да, на истребителях. Мистер Шмидты все эти. Вот эту вот психологическую атаку тоже отсюда брали. Предки, те, которые в степях скакали, тоже делали наподобие горла над флагом взвешивали вот это вот, с лицом волка. И когда всадник скачет, и там гул идет. Первые психологические атаки. Совместно со Свистулькой это все пошло. Свистульку придумал Модун хан. Модун. У нас такой спорткомплекс есть. А в истории он как Моде. Потому что китайцы пишут. А они делают так, чтобы все китайцы были как-то. Ну и тут еще на древних предметах, на воинских предметах вот это вот заклинание писали. Абын кюхе кэйхэ. И второе понятие абын кюхе кэйха. Кюхе это кюхэ. Все. То есть еще понимается. Аб это руна. Вот как человек. Энергия мужчины. И вот энергия мужчины это твое. Кюхе это сила. Сила энергии мужчины. Кюхэ тоже понимается как двояко. Энергии солнца распространяя. Даст победу. Но тут пористая часть попалась. Ничего, все равно будет работать. И тут тоже им это вот как
как мужской, только лежит. Это вот женщина. Женская. Имин кюэкоя. Им это, энергия женская такая. Он у всех есть. Да, у мужчин, у женщин. Просто у мужчины там то преобладает, а там то. Понятно, да? И тут то же самое. И вот эти вот энергии тебе помогут победить. И даже второе понятие помогут распространять силу Солнца. Угу. И тут вот. А егетын ареллатын. Пусть сопутствует Творец первой ступени. Подробно вообще о рунической магии, да, магия рун. У меня тоже есть канал второй. Заходите, смотрите. Ссылка будет в описании. Чтобы билиберду не делать, отдельный канал сделал. Вот там заходите, смотрите. Там все четко объяснено. И второе там. Вот этот вот творец, Аигет, работает в тандеме со вторым творцом и Яхсит. Они по 8 уровневым ступеням развития человека, это первые два. Дают здоровье, силу жизненную и так далее. Кстати, скажите там в описании, в комментариях, стоит ли вообще вот все совмещать, духовную сторону, вот это вот все секреты магические рассказывать здесь, или пусть там будет отдельно. Про канал про магию отдельно, а здесь он чисто вот ножи и так далее. Или как вообще делать, не знаю даже. Скажите, помогите. И, кстати, наверное, будет дальше интересно. Думаю, мне надо будет рассказывать или как. Так что смотри, подпишись, поделись, ставь лайк и смотри, не пропусти.